Туризм саласының өте маңызды бір бағыты ол саланы цифрландыру. Өйткені білесіздер, дүние өте жылдам өзгеріп жатыр. Цифрландыру еліміздің күнделікті өміріне сіңіп кеткен. Сондықтан туризмде бір исключение ретінде емес, туризм саласын цифрландыру сұрақтар бүгін талқылауда. Өнімдердің бірнеше жаңасы бар. Қазір біз мемлекет жағынан жаңа бастамамыз туралы айттық. Ол Travel-стан қосымшасы. Қазіргі уақытта туризм саласындағы бір көптеген ресурстарды біріктіретін, туризм саласының көптеген сервистерін біріктіретін бір қосымша. Оны жылдың аяғына дейін іске асырту жоспарланып жатыр. Мы готовим горных гидов, то есть мы акцент делаем на безопасности. Красный полумесяц готовит по оказанию первой медицинской помощи. Это обязательно для горного гида. То есть безопасность у нас вот ключевое слово. А потом уже знание троп, знание маршрутов, выстраивание новых маршрутов. То есть у нас гиды, можно сказать, они уже на европейском уровне, потому что нас уже приняли в международную организацию благодаря нашим учебным программам. То есть это высокий уровень наших гидов. Успех устойчивых отношений с отелями, в том числе в сегменте B2B, является то, что Островок является действительно платформой и маркетплейсом полного цикла. Вот, то есть мы, с одной стороны, создаем продукт, вот, мы подключаем отели, мы подписываем авиакомпании, у нас есть полный цикл туристического продукта, там есть и авиабилеты, и железнодорожные билеты, и страховки, и все, что нужно и бизнес-туристу, и индивидуальному путешественнику. И с другой стороны, у нас есть очень сильные бренды, которыми пользуются эти индивидуальные путешественники. Есть ведущий бренд для туристических агентств, платформа B2B Островок и RateHawk. И есть платформа для корпоративных клиентов, Roundtrip и Островок командировки. Появление на рынке таких приложений очень сильно поднимает уровень туризма в целом по Казахстану, потому что основная цель наша сейчас – это все-таки поднять уровень туризма и привлекать иностранных гостей, потому что Казахстан, на мой взгляд, это вообще кладезь полезных, интересных мест, нужной информации, которую мы можем дать миру, и в первую очередь нам нужно правильно это подавать, а для этого нам нужно повышать качество, повышать уровень оказания туристических услуг. Это как минимум цифровые возможности, чтобы удаленно люди могли просто зайти в свой смартфон, посмотреть, что мы предлагаем, забронировать без долгих разговоров каких-то, без лишней мишуры, скажем так. Основные в моем регионе две таких вот знаковых достопримечательности – это заповедник Аксуджи-Баглы и мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане. Обе эти дестинации они включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и именно поэтому о них знают во всем мире. И люди приезжают точечно смотреть именно эти места. И уже параллельно, рассказывая, что у нас есть еще, мы привлекаем больше людей. Большое спасибо за приглашение MasterCard. Для нас это честь сотрудничать с Visit Almaty, с Казахтуризмом, с городом Алмата, и не только, потому что тоже с другими городами. Я думаю, что первая часть, туризм, он очень помогает стране, он помогает развитию малого и среднего бизнеса, который в целом помогает развитию экономики. И такие мероприятия позволяют еще больше объединять весь бизнес и еще больше промировать Казахстан на мировой арене. Туризм в Казахстане, как видим, отлично развивается. Это можно посмотреть уже из самого, хотя бы в Алмате, из нового аэропорта. Но это не только Алмата, конечно, тоже Астана, очень тоже прекрасный город, и Туркестан, и Шымкент, и другие города. Так я бы сказал, в каждой части Казахстана есть что-то своего особенного посмотреть. Кроме того, то, что, например, открылись границы с другими государствами, как с Китаем, с Индией, это тоже помогает. Хотя бы тоже в наших разных отчетах видим, что и Турция – это очень популярная страна, с которой приезжают туристы и бизнесовые, и просто чтобы отдыхать. Корея, Германия и другие страны. Но, конечно, с Китая, с Индией эти страны показывают очень большой рост.